В прошлом соратник, а ныне главный политический визави Атамбаева, депутат Умирбек Текебаев, и сам до конца не верит, что сумеет отстранить президента от власти. Но хотя бы попытаться стоит, считает политик. По его мнению, необходимость в этом назрела давно по ряду весомых причин. Это и внесение поправок в Конституцию, и давление на оппозицию, и назначение на высокие государственные должности Атамбаевым своих приближенных. Для нас импичмент – это не разовый акт. Этот процесс. И говоря импичмент, мы предупреждаем, что президент переходит красную черту. Мы призываем общество сопротивляться. Мы, воспользовавшись ситуацией, хотим донести людям, что не так делает президент, как нужно было делать. То есть мы хотим просветить и народ, и местных, и республиканского масштаба политиков. Это, я думаю, удача для нас, удачный момент, и я хочу перевернуть мнение людей. Доказательства о неправомерных действиях президента Текебаев обещает предоставить Генеральной прокуратуре через 3 месяца. Но даже если факты будут говорить «за», все равно последнее слово будет за парламентом. Необходимо согласие не менее трети голосов депутатов, только чтобы начать процесс. В лояльном Атамбаеву парламенте сделать это будет весьма непросто. Сможем ли мы набрать необходимое количество голосов? Я прагматик. Сегодня, возможно, нет. Весной я не знаю. А осенью ситуация может быть по-другому. Многим кажется, сегодня это невозможно. Но и я сегодня не ставлю на голосование. И в наших руках, когда вынести это на обсуждение. Я это вынесу в подходящий момент непременно. В аппарате главы государства инициативу оппозиционера назвали очередным примитивным шоу. А по мнению лидера президентской партии СДПК Исы Амуркулова, все обвинения в адрес Атамбаева беспочвенны. В действиях президента нет ни одного, скажем, причины для того, чтобы объявлять ему импичмент. Это главное. Здесь идет просто очернение, клевета, что он занимается, значит, теми делами, которые не соответствуют функциям президента. На домысел, на предположениях нельзя строить обвинения. Абсолютно нельзя. И тем более в отношении первого лица государства. Это не делает чести ни тем, кто инициирует, и стране в том числе. Нет, по мнению Омуркулова, и узурпации власти Атамбаевым. Сегодня мы работаем по Конституции, где написано, что коалиция большинство решает вопросы формирования правительства. И эти правительства всегда не были паритетными между членами, участниками коалиционного большинства. И никто там приоритет не отдавал, скажем, одной партии. Политологи тоже сомневаются, что в конечном итоге Атамбаеву будет объявлен импичмент. У оппозиции для этого недостаточно инструментов, полагают эксперты. Насколько это будет успешно, здесь сложно говорить, потому что здесь больше вопрос такой юридический, и здесь сама процедура сложная. Это генеральный прокурор, который, понятно, находится под началом президента, потом должны сказать свое какое-то слово, может быть, судебные органы власти, и потом после этого уже какое-то решение принимается. И опять-таки это все обсуждается в парламенте, который в большинстве своем, опять-таки, пока что в большинстве своем лояльно по отношению к президенту. Это тактический прием, не нацеленный на лишение президента власти, считают специалисты. Оппозиционеры таким образом хотят лишний раз обратить на себя внимание. Самое главное, почему такого рода шаг был сделан, это привлечь внимание к тем пунктам повестки оппозиции, которые они озвучивали. Это неправомерность того, как инициировался сам процесс конституционных изменений. Срок президентских полномочий Атамбаева закончится ровно через год. Но если главе государства все-таки будет объявлен импичмент, то это станет прецедентом не только для Кыргызстана, но и для всех постсоветских стран. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.